Техническое изящество и убийственная сила удара, радость победы и горечь поражения. В течение 3 дней с 26 по 28 ноября в Инте проходил республиканский турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Это традиционные соревнования в нашем городе и проводятся уже 12 лет, за исключением прошлого года, когда они были отменены из-за противоковидных ограничений. В этом году за награды боролись около 120 спортсменов из Салехарда, Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Сосногорска, Ухты, Сыктывкара, Вельска и Коряжма Архангельской области. Впервые приехали команды из села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа и поселка Водный Ухтинского района. Географический охват состязаний с каждым годом растет. Добрый день, дорогие интинцы, зрители, естественно, наши гости, участники 11-го республиканского турнира по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Мы приветствуем вас на нашей интинской земле. Я желаю вам спортивной удачи. Она нужна? Нужна. Быстрой реакции, вовремя отвернуться от удара. И, естественно, ребята, победит сильнейший. Спорт есть спорт, в нем всегда побеждает сильнейший. С началом соревнований. Удачи! Бокс у нас традиционно очень популярный вид спорта. В этом году мы проводим 11-й по количеству проведенных турниров, но 12-й по счету, потому что в прошлом году этот турнир не состоялся из-за определенных санитарно-эпидемиологических условий. Но в этом году мы приложили все усилия, благодаря республике, нашему муниципалитету. Все-таки турнир проходит. И в этом году отрадно, что на него, даже несмотря на такие сложности, у нас приехало две новых команды из поселка Водный и поселка Мужи. Безусловно, этот турнир пользуется спросом не только на территории Республики Коми, потому что в нем традиционно принимают участие и команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, из Архангельской области. Это наши добрые друзья, которые к нам всегда приезжают и поддерживают нас в проведении таких соревнований. Все команды достаточно хорошо подготовлены, у всех хорошее желание и, самое главное, уверенность у каждого, наверное, в своей победе. Поэтому хочется пожелать всем спортсменам показать все то мастерство, которое они за год накопили, проявить все свои силы, настойчивость, упорство и, конечно, добиться тех результатов, которые каждый от себя ожидает. Успехов всем! Мы приехали из поселка Водный, это Ухтинский район, спорткомплекс «Спарта». Нас вызвали положением Тарас Иванович, старший тренер города Инты и достаточно известная личность в масштабах Республики Коми, в боксерских кругах. Мы с радостью приняли участие, условия проживания предоставили положительные, нам дали несколько автобусов, мы командой Ухты, командой Печоры доехали до места размещения, сейчас готовимся к выступлению. Мы привезли 3 человек, ребята достаточно опытные, некоторые имеют разряды, выступали и на республиканских турнирах. Недавно мы приехали из Сыктывкара, где 2 заняли 1-е место парней. Сейчас обкатываемся в вашем городе Инта. Возраст 2009-2007 год, это 12-14 лет. Ребята занимаются по 4, по 3 года. Провели около 20 боев в среднем каждый. 15-20, ну один новичок у нас есть, он будет первый раз боксировать. Ну, будем надеяться, что его поддержат и у Инта встретит положительно. У нас секция бокса всего год. У нас 1, максимум 2 боя у детей, новички приехали, пригласили, узнали о турнире вашем. Думаем, почему бы и нет, съездить, побоксировать, а то везде закрывают, отменяют турниры. У вас хорошо встретили, гостеприимно, все нам нравится. 4 человек привезли. 11, 12, 13, 14 лет. Готовился тяжело, вес гонял много, килограмм 5. Готовился я около недели 2-3, тяжело очень. Приехали мы сюда тоже, долго ехали, дня 2. Были поломки у нас, ехали, тяжело очень. Вот сейчас приехали, соперника я знаю вроде.
Да, нормально вроде. Настроение все отлично. Дух пока не падает. Команда, как считаем, очень хорошо подготовлена. У нас 4. Ну, место 2, 3 должны точно занять как минимум. Республиканский турнир «Инта. Золотое сердце Коми» является одним из самых престижных в Коми. Он уже стал своего рода визитной карточкой Инты, и боксеры с большим нетерпением ждут его, чтобы выявить сильнейшего в этом виде спорта. Соревнования входят в единый календарный план спортивных мероприятий региона. Традиционно самой многочисленной представлена команда Инты. Боксеры выступали в разных весовых категориях и разного уровня подготовки. Турнир очень важен. Еще когда я начинал тренировать, почти 15 лет назад, здесь, в этом спортивной этой школе, я сразу сказал, что нужен нам турнир. Если мы хотим, чтобы был у нас в Инте бокс, нужен турнир. На то время у нас был немножко провал, не было турниров. Ну, были объективные на это причины. Мы с 2009 года проводим турниры, и только вот 1 год мы не проводили из-за пандемии. И немножко подсели, не только мы, но вообще нам на севере всем сложно с этим делом. На юге и в средней полосе все-таки они между собой общаются больше и боксируют. А сейчас, конечно, естественно, такой уникальный случай, что у нас все-таки турнир начался, продолжается. И, естественно, я выставил максимальное количество детей. 41 человек из моей секции ребята боксируют. Это ребята начинающие, которые буквально 2 месяца тренируются, год тренируются, и уже опытные от 8 до 10 лет занимающиеся боксом. Данный турнир является официальным спортивным мероприятием, которое включено в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми, которые формируются заранее, заявки подаются, и достаточно непросто, в общем-то, подтвердить статус этого турнира, но тем не менее нам, я говорю, уже на протяжении 12 лет это удается. Ребята, которые принимают участие в этом турнире, безусловно, смогут подтвердить свои спортивные разряды, если для этого они выполнят необходимые условия, которые требуются единой всероссийской квалификационной системой для того, чтобы выполнить или подтвердить спортивный разряд по боксу. В Инту я приехал в первый раз на данные соревнования. Сам занимаюсь боксом давненько уже, года 4 или 5 даже. Я считаю, что у нас сильный клуб, хорошая команда. И думаю, что вот город Инта – это самый главный наш соперник. У нас, конечно же, есть с собой новички, которых мы сюда взяли. Это младшие, 10-11 года. И да, у нас есть много кто выполнил разряды, 2 взрослые, 1 кандидаты. У нас в городе сформирована сборная города, которая ездит и на областные соревнования, вот и на такого рода соревнования, на региональные соревнования ездит. То есть тренируем несколько групп, из этих групп уже отбираются ребята, которые представляют наш город. Есть новички, есть ребята опытные. Новички это в основном составляют 9-10 год рождения, у которых по 2, по 3 боя всего, но огонь в глазах, стремление к соревнованиям, желание. Вот. В первую очередь таких возим. Первыми на ринг вышли юные спортсмены из Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа в весовой категории 30 килограммов. Северьян Северьянов из Коряжмы в красном углу и Иван Чупров из села Мужи в синем. Оба мальчика занимаются боксом недавно, опыта пока немного. До этого турнира провели всего по 2 боя.
Конечно, сложный всегда первый бой, хоть на каких бы либо соревнованиях. Самый тяжелый бой – это первый бой. Прочувствовать ринг, оценить соперников, и все незнакомые. Так что никто не знает друг друга, кто как боксирует, нигде не встречались. Как бы самый первый сложный бой. Юные спортсмены боксировали практически на равных, но по итогам 3 раундов с разногласием судей победу в этом бою одержал Иван Чупров из села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа. Боксом занимаюсь где-то годик уже, и тяжеловато было. То есть левша с левшой тяжеловато. Да, второй раунд вот слабо отработал. Я левша, у меня с левой хорошо захожу прям. Могу пробить прям печень, что-нибудь такое. Он слабенький, он слабо меня бил. Привезли сюда 11 человек, 11 спортсменов. Уже мы приезжаем второй раз на ваше соревнование. Очень нравится. Вот. Спасибо большое организаторам соревнований. Очень тепло встречают, хорошо устроили, все на самом деле. Уровень соревнований нравится, уровень спортсменов хороший. Тренеры, друзья и родители как могли поддерживали юных боксеров. Мальчишки, в свою очередь, старались не разочаровать наставников и зрителей. В первый день соревнований проходили предварительные бои. В них приняли участие 29 пар боксеров. Спортсмены в разных весовых категориях поочередно выходили на ринг. Каждый спортсмен мечтал дойти до финала и стать победителем республиканского турнира. Придерживаюсь такого мнения, что ни одного спортсмена нельзя недооценивать. Даже в самом маленьком городе, в самом маленьком поселке могут быть ребята, которые покажут гораздо лучшие результаты, нежели в крупных городах. Поэтому нет для нас каких-то страшных боксеров или фаворитов, или аутсайдеров. Для нас все одинаковые. Мы готовимся одинаково боксировать со всеми. Воркута – одна из постоянных участников турнира. Боксеры из Заполярья стараются не пропускать соревнования и с радостью отзываются на приглашение. В этом году из Воркуты приехали 13 спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет. По словам тренера Марины Румянцевой, в состав команды вошли самые старательные и трудолюбивые мальчишки, которые усердно занимались на тренировках. Хотелось бы, конечно, гораздо чаще, но сейчас в последнее время у нас такие обстоятельства, что приходится чем-то жертвовать, да. Но я надеюсь, что мы будем чаще принимать участие. Отбирались боксеры, каким образом? Естественно, по их результатам на тренировках, по их результатам на городских отборочных соревнованиях отобрались. Тренировались все с великим удовольствием, готовились к победе. Других результатов от них сегодня не ждем. В целом неплохо. Начало положили хорошее. Я думаю, буду так дальше продолжать. Я надеюсь на это очень.
Поэтому хотелось бы, конечно, хороших результатов на соревнованиях. Давно не было выездных соревнований, пандемия, ну и вообще отдаленность города Воркуты, говорит, тоже отпечатки свои накладывает. Поэтому стараемся. Я очень благодарен своим коллегам-тренерам из других городов республики и из других регионов республики. Это мои коллеги-друзья. Огромное им спасибо, что приехали, привезли ребят. Ну, естественно, каждый тренер хочет сделать для себя что-то хорошее. Естественно, они привезли больше ребят не совсем опытных, чтобы их обкатать. Ну и есть среди них несколько опытных бойцов 2003, 2004, 2005 годов рождения. Я могу сказать с гордостью, что у меня такие же ребята есть, и они неоднократно встречались на других ринках страны, с этими ребятами побеждали, одни и другие. Ну вот в финальных, я думаю, боях в воскресенье все станет ясно, поставим точки над «и». Инта сильнее или не сильнее других регионов или других городов республики. За 3 дня с 26 по 28 ноября на Интинском ринге было проведено 86 динамичных и невероятно зрелищных боев. Все боксеры усердно готовились к соревнованиям. Каждый рассчитывал на победу и мечтал завоевать золотую медаль. Большие надежды на учеников возлагали тренеры. Наставники как могли поддерживали своих воспитанников, срывая голос. Вот, пугай, настаивай атаки! И тут же провали! Го, работай, давай! Мало времени, работай! Работай, работай! И тут же к нему! Работай! Ставь канатом его! Молечка где? Вот, и тут же, молодец! Вот! Доставать надо! Работай, дергай, заходи, работай! Канатов, быстрее! Молодец! Кирюша, дергай его постоянно! Дергай! Еще! Кирюша, дергай твой, давай! Ручку правую! Давай, жди, сам придет сейчас! Придет! Давай! Вот! Еще! Еще немножко! Давай! Закрути его! Закрути! На Интинском ринге сразились как новички, так и титулованные боксеры, неоднократные победители и призеры соревнований различного уровня. Мастерство и силу характера продемонстрировали все команды. Во время поединков парни поддерживали друг друга наравне со своими тренерами.
Большинство участников не отсиживались в обороне, а смело шли в атаку. Тренеры гордятся своими юными спортсменами и верят в каждого воспитанника. Следует отметить, что даже несмотря на полученные травмы, боль и усталость, мальчишки не сдавались и продолжали боксировать. Благодаря республиканскому турниру интинцы и гости города смогли окунуться в настоящий мир бокса. Поединки прошли динамично, но победы давались нелегко. Зрители были в восторге. Боксеры достойно провели все встречи. В воскресенье, в День матери, в спортивной школе «Юность» прошли финальные бои. Сильнейшие боксеры соревнований сражались за золотые медали. Борьба за первые места развернулась серьезная. Награждение проходило после каждого финального боя. Всего в финале республиканского турнира по боксу сразились 24 пары. 13 боев провели интинские спортсмены. Мальчишки бились за золотые медали, как настоящие воины. На ринге интинец Артур Руденко в красной форме и Камал Рамазанов из Усинска в синей форме. Весовая категория 80 килограммов. Спортсмены боксировали на равных, но поединок внезапно закончился. Местный боксер отправил оппонента в нокаут.
Артур Руденко занимается боксом второй год. Опыт небольшой, но благодаря трудолюбию и целеустремленности он стал победителем республиканского турнира. Сложно, конечно, благодаря одним тренировкам, изнурительным тренировкам. Бой трудный был, сильно волновался, но соперник неопытный, как я, из-за этого выиграл. Поединки заканчивались по-разному. Победой ввиду явного преимущества, большинством судейских голосов, отказом продолжать бой. И в том числе по причине невозможности продолжать бой из-за полученных травм. Дежуривший врач на протяжении всего турнира оказал нескольким боксерам медицинскую помощь. Боксом я занимаюсь сейчас второй год уже, получается. В эту секцию меня привели друзья. Мне понравился этот вид спорта, потому что он очень завораживающий, боевой. Вот, тут бьют тебя, ты бьешь других. Получил я в прошлом году первый спортивный разряд, добился. В прошлом году я был финалистом республиканского первенства. Потом поломал себе нос, немного не боксировал. В этом году я в первенстве Инты участвовал, и вот сейчас я здесь. Ну, чувство страха, оно всегда будет присутствовать в любом виде спорта, в любом возрасте. Вот, готовились усердно, тренировались, больше 3 месяцев. Считаю, что самые сильные – это наш город, естественно. Вот, по-другому никак может быть.
В Инте бокс – один из самых популярных видов спорта. На данный момент секцию посещают более 50 ребят, которые занимаются под руководством Тараса Цверчака. Интинцы постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня и показывают отличные результаты. 12 воспитанников секции бокса спортивной школы «Юность» входят в состав сборной Республики Коми. Их выхода на ринг любители бокса ждали с нетерпением. В этом году все бои республиканского турнира «Инта. Золотое сердце Коми» можно было увидеть в интернете. Трансляция проводилась в режиме реального времени на YouTube-канале. Самыми яркими и зрелищными в финале стали бои, проведенные сильнейшими интинскими боксерами Владимиром Челдаевым, Миргдодом Саторовым, Артемом Танзовым, Алексеем Костенко и Саидом Мирзоевым. Парни являются неоднократными победителями и призерами Северо-Западного федерального округа, республиканских и всероссийских соревнований. Ими гордится не только тренер, но и вся Инта. Интинские боксеры в очередной раз порадовали своих поклонников и всех любителей этого вида спорта. Парни провели поединки очень уверенно, легко и даже, казалось, играючи. Несмотря на явное преимущество, местные спортсмены предоставили соперникам возможность проявить себя. В первых 2 раундах интинцы продемонстрировали на ринге интеллект, тактику, стратегию, технику защиты и передвижения по рингу. А уже в 3-м раунде настоящую мощь и грубую физическую силу, перед которой устоять оппонентам оказалось очень сложно. Все победители и призеры республиканского турнира «Инта. Золотое сердце Коми» получили заслуженные награды – медали, кубки и грамоты. Также были отмечены победители номинаций за лучшую технику, за самый красивый бой и за волю к победе.